Добрый день, уважаемые участники совещания. На самом деле, да, это проблема всего сельскохозяйства на сегодняшний день по всей республике. Первично, что мы начали, когда я стал главой, побегал по селению, я понимал ситуацию, что проблема в первую очередь это все-таки ФАПы, продукты питания. Да, мы в первую очередь запустили маршрутные автобусы, чтобы снять напряжение вот это, чтобы человек, выехав в город, может закупить те же лекарства, те же купить продукты питания, и маленько как бы снизили социальную нагрузку. Вопрос второй, на самом деле, да, мы сегодня привели дороги в порядок, и межселенные дороги, и внутри поселковые дороги отремонтировали. Так у нас заработала программа ремонта ветхого жилья, то, что сейчас говорил глава Анамского района, да, действительно, мы себя посмотрели. Если в городе программа ветхого жилья заработала, в поселениях этой программы не было. Поэтому мы запустили районную программу ремонта жилья в поселениях. Мы в среднем по 5 домов в каждом поселке год ремонтируем. Год это 90 домов, мы по району проводим ремонт. Это что, замена крыш, замена венцов, стеклопакеты, отопление, ну, капитальный ремонт домов. Я думаю, в ближайшие 2 года мы по всему району этот ремонт закончим. У нас ветхого жилья уже поселения в принципе не будет. То, что касается сегодняшний день, да, это школы, садики, все хорошо. Да, мы сегодня говорим, мы на сегодняшний день за 3 года все доп. Образования, школы, садики, все учреждения по району полностью откапитальны. Сегодня у нас неотремонтированных объектов по району не имеется на сегодняшний день. То, что касается, скажем, производства, да, мы всю жизнь, сегодня наши поселки, это сельхозпоселки, это производство, скажем, скотоводства, животноводства, плюс овощеводство, да. Мы понимали ситуацию, надо сегодня развивать это направление. На сегодняшний день без производства, без развития производства смысла нету заниматься там, хорошими школами или какими-то соцобъектами. Но это будет мертвый поселок. Нужно рабочие места создавать. Поэтому вот мы в 2019 году запустили первый коровник с помощью Минсельхоза, построили первый коровник в поселке Витинча. Потом в прошлом году мы построили современный телятник на 200 голов в поселке Батамай. Соответственно, в этом году начали строительство дополнительного нового коровника на 100 голов в поселке Атанаха. В этом году будет строиться теплица на 2000 квадратов, пока первый этап это в поселке Северная Нюя. 2022 год строительство птичника в поселке Чемча, ну, для нужд района. Также мы в этом, да, соответственно, мы поняли, что мы в прошлом году подняли стоимость молока, сырого молока заготовки до 80 рублей. Это получается 70 рублей выделяется район и 10 рублей заготовитель. Соответственно, на сегодняшний день поголовье, скажем, КРС за год увеличилось на 20%. В следующем году мы планируем увеличение КРС по району будет до 50%. Помимо того, что нашего Батамайска в прошлом году при помощи Минсельхоза мы закупили 100 племенных коров холмогорской породы. В этом году еще 100 голов получаем, дополнительно приобретаем. Соответственно, у нас идет увеличение объема сырого молока, которое увеличено на сегодняшний день, увеличение произошло на 56%. Поэтому на сегодняшний день также изготавливаем новые современные молокопункты и будем устанавливать в каждой деревне. Помимо этого, мы в этом году закончили ремонт большой, и это запустили цех по переработке, где будет 6 видов продукции. Это, там, скажем, мясная продукция, рыбная продукция, овощная продукция, дикоросы, питьевая вода и пекарня. По крайней мере, где-то, думаю, где-то к концу марта этот цех уже заработает переработку большой. Также мы заканчиваем к концу марта строительство нового молочного цеха, где будет производиться 17 видов молочной продукции. Производство сыра будет 7 видов только сырной продукции. Ну, это все, конечно, я думаю, что у нас на сегодняшний день, я понимал, что для нас проблемы были сегодня с предприятием Алроса, где проходят большие сокращения. Я понимал, что если сегодняшний день отток с города, у меня нет возможности остановить 100%, то отток с поселения мы сегодня остановили. У нас сегодня начался рост поселений. Но чтобы сегодня поселение поднять, да, сегодня нужно развивать именно поселение. По крайней мере, по программе с Ростелекомом к концу 2020 года оптоволокно мы завели каждый поселок. В ближайшие 2-3 месяца оптоволокно будет доведено по районной программе в каждый дом, каждого жителя, каждого поселка района. Также мы сегодня начали принимать участие в фонде развития сельских поселений. У нас проект, наш проект по поселку Вичинчак СК уже отбор прошел в республике, Минсельхозе, подали его на федеральный уровень. У нас фактически сегодня готово 5 проектов, культурно-спортивный комплекс на все поселения. Я думаю, что постараемся тоже у нас программа всеми войти по возможности.
Даже у нас сегодня существует программа переселения поселков, именно одиноких пожилых людей, у которых нет родственников, за кем некому ухаживать. Мы в городе Ленске покупаем благоустроенное жилье, таких людей переселяем в город Ленск. Уже под просмотр наших социальных служб. Также мы в 2020 году начали строительство двух школ. Это наша школа в поселке Натора и школа в поселке Талон. В Талоне мы строим школу, детский садик, интернат. Соответственно, мы сегодня говорим, да, благоустройство, скажем, поселений. На сегодняшний день план заложен строительством, скажем, квартальных котельных во всех поселениях, чтобы в ближайшие годы, по возможности, максимум поселков запитать центральным отоплением, создать хорошую, комфортную среду. Ну, такие, то, что в плане у нас идет, развивается, по крайней мере, я говорю, на самом деле у нас ставка идет именно на развитие сельских поселений. Я думаю, что в ближайшие 2 года, если мы берем 2019 год, из бюджета района на развитие сельского поселения было выделено порядка 300 миллионов рублей. В 2020 году выделено 220 миллионов рублей. На самом деле я не хочу хвастаться, но на сегодняшний день развитие поселения у нас идет реально с хорошими темпами. Я думаю, что район однозначно в ближайшие годы должен провести именно население поселения. Это самая главная задача.